В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска брифинг по ситуации с паводком в Якутии. Предлагаем послушать. Виталий Михайлович, здравствуйте. Какова обстановка на реках Якутии? Здравствуйте. Активная фаза прохождения ледохода в границах республики наблюдается с 7 мая. Вся якутская территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работает в режиме повышенной готовности. Вместе с тем, с учетом прохождения до вчерашнего дня ледохода в активной фазе по Алекминскому и Хангаласскому районам и его прохождению на территории Алекминского района по двум участкам, и в связи с этим образованием ледовой перемычки и повышением уровней воды, подтопленными остаются 3 населенных пункта в Алекминском районе. В силу этого в данном муниципальном районе, в границах муниципального района, введен режим готовности, находится в режиме чрезвычайная ситуация. Также находится в режиме чрезвычайная ситуация Нерубинский район на муниципальном уровне. В указанных 3 селах Алекминского района: 1-й Нерюктянск, 2-й Нерюктянск и Кылах, подтопленными остаются 109 придворовых территорий, в том числе 89 жилых домов, с проживанием на их территории 320 человек, в том числе 30 детей. Население размещено в пунктах временного размещения и у родственников. Непосредственно в ПВРах находится 61 человек, 19 детей. В результате вчера проведенных взрывных работ на территории Алекминского района в 7 километрах ниже населенного пункта Алекминск удалось добиться разрушения ледовой перемычки. В силу этого происходит понижение уровня воды ниже критических, наблюдается снижение уровня воды. В самом Алекминском районе продолжает работу межведомственная оперативная группа «Лена». Сегодня бортами МЧС совершен вылет по доставке гуманитарных грузов в первый нижний затопленные населенные пункты с доставкой продуктов питания, хлеба, ГСМ, а также электрогенераторов. В целом хочу довести, что у нас спланирована работа 8 межведомственных оперативных групп на территории республики с общим количеством входящих в них 111 человек личного состава, 25 единиц техники. Теперь доведу вам краткую информацию по вскрытию рек на территории республики. Вскрытие реки Лена на участке Покровский-Якутск ожидаем 16-18 мая. На реке Алекма ледоход вышел в устье. Ледоход на реке Витим наблюдается в устьевом участке. В ближайшие сутки двое будет наблюдаться выход волны выше вскрытия на реку Лена. Активная фаза ледохода на реке Алдан проходит по территории Татинского, Топонского, Усмайского районов. 15-16 мая, завтра-послезавтра ожидаем вскрытия реки в устьевом участке в населенном пункте Батамай Кобяйского района. В результате продвижения ледохода возможно повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок у населенных пунктов Кылаи, Черектей, Дыхтал, Устья-Алданского района. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Сунтарского и Нерубинского районов. 15-16 мая также ожидаем вскрытия реки на участке Верхний Вилюйск, Вилюйск. На участке реки Колыма-Зырянка, Среднеколымск, суточный рост уровня на сегодня составляет 0,3-0,6 метра. В ближайшие сутки ожидается подвижка льда у населенного пункта Зырянка. Вскрытие реки произойдет 16-17 мая. Ожидаем также подтопления, к сожалению, как всегда, взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. У города Среднеколымск вскрытие реки ожидаем 18-20 мая. Сегодня для контроля прохождения ледохода в Зырянку и Среднеколымск убыли 2 оперативные группы республики Колыма-1, Колыма-2. В целом, по складывающейся оперативной обстановке ведем своевременный мониторинг и оповещение населения. С этой целью задействованы воздушные суда как МЧС, так и Якутской территориальной подсистемы. Указанная группировка может наращиваться при необходимости. Хотел бы также напомнить, что превентивно 5-6 еще марта мы принимали республика участие во всероссийских учениях по готовности к пожароопасному и паводкоопасному периодам. Ну и с марта по апрель проводили работу в 15 муниципальных районах с проведением командно-штабных учений по готовности. В том числе проверялась готовность сил и средств, готовность принятия управленческих решений. Думаю, что все это нам тоже будет помогать при благоприятном прохождении без последствий паводка на территории республики. Все вопросы жизнеобеспечения населения решаем в рабочем, оперативном порядке. Спасибо. В продолжение эфира озвучим основные темы. Оперативная группа проводит авиаразведку в Нюрбинском районе. Расскажем о ситуации на реках республики. 66% строительной готовности составляет Жатайская судоверфь. О ходе строительства и дальнейших планах. Капитал «Дети столетия» можно использовать на оздоровление детей. На что именно можно направить средства?
Объекты питания готовятся к приему спортсменов игр «Дети Азия», разновидности рациона и в целом о ходе подготовки. Мечтательный музыкант, практичный поэт, безалаберный бродяга в якутском драмтеатре Пушкина идет показ с участием якутских выпускников Щукинского училища. О героях и сюжетной линии. Оперативная группа под руководством начальника службы спасения Якутии Иннокентия Андросова проводит авиаразведку в Нюрбинском районе. Перемычка льда зафиксирована у устья реки Мархи и на островах Сата и Дабдай. Для работы привлечен борт авиакомпании «Полярной авиалинии». Затор образовался ниже поста на реке Вилюй. По данным службы спасения Якутии, на 16:00 вторника уровень воды на Вилюй составил 1151 сантиметр, на Мархе – 602 сантиметра. Существует угроза подтопления села Жархан и города Нюрбы. По результатам авиаразведки будет принято решение о проведении взрывных работ. По информации администрации Хангаласского района, на 16:00 под Покровским начались подвижки льда. Густой ледоход также идет в селах Исит, Кытыл-Дюра и Едяй. Днем подвижки льда можно было наблюдать в селах Булгуняхтаха и Верхней Бестях. На данный момент в Булгуняхтахе наблюдается редкий ледоход, в Синске ниже поста наблюдается затор. В Чкалово и Верхнем Бестяхе лед стоит, на протоке редкий ледоход. На текущий момент угрозы подтопления населенным пунктам нет. В администрациях Наслегов организовано круглосуточное дежурство, ведется информирование населения. Ледоход на Олене ожидается в Якутске в ближайшие дни. В связи с этим в Якутске с 22 апреля в рамках подготовки к безопасному прохождению весеннего паводка был введен режим повышенной готовности. Подробнее в сюжете Амана Лотова. Для контроля прохождения ледохода на территории Якутска и его пригородов выставят посты наблюдения в Табаге, Кангаласском мысе и Дарклахе. В случае экстренной необходимости сотрудники службы спасения установят пост и в Тулагина. Традиционно Роспотребнадзор начнет брать пробы воды из реки Лены. Помимо стандартных исследований будут дополнительно проверять питьевую воду на наличие паразитов и вирусов. На основании введенного режима силы и средства приведены в готовность. Сегодня в рамках рабочего объезда проехали, посмотрели водопропускные сооружения. Сегодня-завтра будет закрытие шлюзов с учетом прибытия воды на реке Лена. Также у нас развернуты пункты временного размещения, развернуты посты наблюдения и проведены все необходимые мероприятия по оповещению населения и проведены учения по отгону скота. По прогнозу синоптиков, есть вероятность выхода воды на пойму с подтоплением пониженных участков в Хангаласском районе, Якутске, Мигино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах. Также максимальные уровни воды на Лене ожидаются выше нормы на 1 или 1,5 метра на участке Покровск, Табага, Якутск. Отметим, что на реке Лена под Покровском начались подвижки льда. ГБУ РСЯ служба спасения готова к проведению пропуску паводковых вод в городе Якутске. В данный момент паводковая остановка, ледоход у нас идет в Алекинском районе. И нижняя кромка подошла в Хангаласский район, к селу Исит. Ледоход на реках Якутии проходит в соответствии с прогнозом. В данное время в связи со сложной паводковой обстановкой в Алекинском районе и в 2 наслегах Нюрбинского района, Октябрьском и Джарханском, объявили режим чрезвычайной ситуации. В населенных пунктах работают межведомственные оперативные группы, а также для пострадавших подготовлены пункты временного размещения. Аман Лотов, Тимур Васильев, Якутск. Ежегодно в период весеннего паводка отмечается ухудшение качества воды. В связи с этим в столице республики с 15 мая будет проводиться ежедневный отбор проб питьевой воды. На сегодня качество воды, подаваемой населению Якутска, соответствует требованиям Санпина. Роспотребнадзор рекомендует населению употреблять кипяченую воду, приобретать бутилированную воду у надежных поставщиков, а также использовать бытовые фильтры для очистки воды.
Движение паромов между Якутском и Нижним Бестяхом начнется ориентировочно 23-25 мая. Ледоход на Лене 13 мая достиг Хангаласского района. На данный момент в Булгуняхтахе наблюдается редкий ледоход. У Покровска зафиксированы подвижки льда. Вскрытие реки в районе Якутска прогнозируется с 14 по 18 мая. Вопросы строительства Жатайской судоверфи обсудили на совещании главы Якутии Сена Николаева. Строительная готовность объекта составляет более 66%. Основные работы ведутся на блоке корпусных производств. На объекте занято 52 человека, задействовано 10 единиц техники. Глава республики поручил составить план-график работ, а также осуществлять на объекте постоянный строительный контроль. С прежним подрядчиком контракт был расторгнут после выявления ряда нарушений. До 2036 года на судостроительном заводе планируют построить около сотни речных судов. Якутск готовится к встрече гостей 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня глава республики ознакомился с ходом ремонтных работ на стадионе Туймада и прилегающей к нему Комсомольской площади. Подробности расскажем в следующем материале. Стадион Туймада – один из главных объектов игр «Дети Азии». На нем пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования по нескольким видам спорта. За несколько месяцев, что спортивный объект был закрыт на ремонт, он полностью преобразился. На трибунах появились новые сидения, фасады здания побелены и покрашены. Строители оценивают готовность стадиона более чем на 80%. Остается уже сделать поле, беговую дорожку, ну и, конечно же, там остались мелкие работы по ремонту, по фасадам, внутренние работы, ну и все контракты у нас со сроком до 31 мая. Это у нас уже финишная прямая, мы, как видим, работы идут все по графику, поэтому думаем, что все мы сделаем вовремя. Комсомольская площадь также станет знаковым объектом игр. Здесь пройдут культурные мероприятия, а также каждый вечер именно здесь будет проходить церемония награждения победителей и призеров. На площади идут масштабные работы по замене всего асфальтового покрытия. В рамках этой работы при подготовке к асфальтированию, выкорчевано очень большой объем труб, шлакоблоков, швеллеров, свай, которые находятся внутри. Да? Все мы видели вспучивание на территории Комсомольской площади. От этого мы избавимся. Также у нас меняется грунт на заезде с улицы Кирова, где всегда был заниженный участок, обводненные грунты. Мы тоже тут уйдем от проблемы стоянки воды в летнее время, да, в этом участке. И у нас еще занижается труба для водоотведения воды с территории площади в канализационный канал улицы Лермонтова. Практически на всех объектах, задействованных на играх «Дети Азии», сейчас кипят работы. На их завершение остается чуть больше 2 недель, но все подрядчики уверяют, что завершат ремонт и строительство в срок, и Якутск будет готов к встрече гостей игр «Дети Азии» на все 100%. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Подготовку к старту главного мероприятия года ведут и объекты питания. Во время спортивных игр «Дети Азии» будет задействовано 36 столовых и кафе. 34 из них определены основными точками питания. Как идет подготовка в нескольких из них, расскажет Вероника Таюрская. На предстоящих играх «Дети Азии» будут выступать более 30 стран, у каждой из которых своя религия и национальные продукты. Так, в меню, представленное на играх, будут входить блюда европейской, средиземноморской, русской, якутской, азиатской кухонь, а также халяль. Меню утверждено Оргкомитетом международных спортивных игр Азии. Рассчитано в соответствии на одного спортсмена полагается 6000 килокалорий в день. В связи с тем, что очень много будет стран из восточных стран, будет халяльное меню. Это будет комплексное меню через раздачу, но, скорее всего, где столовый кафе будет с элементами шведского стола. Питание предусмотрено трехразовое: завтрак, обед и ужин. Объекты питания, подготовленные к играм «Дети Азии», будут обеспечивать питанием не только спортивные делегации, но и волонтеров, судей, вспомогательный персонал. В столовых студгородка будут питаться участники игр, в числе которых сборные Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Все объекты питания задействованы в основном возле спортивных учреждений, для того, чтобы инфраструктурно участникам было легко и быстро добираться до объектов питания.
Вот, помимо организованного питания, комиссией ведется работа по неорганизованному питанию. Это наши общепиты. Определяется перечень рекомендованных объектов к посещению участников спортивных игр «Дети Азии». А помимо этого ведется работа по комиссии по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства совместно с дирекцией, совместно с окружной администрацией города Якутска. Как отметила Екатерина Окорокова, директор одной из компаний-оператора, за счет большого количества гостей будет дополнительное привлечение штата, в том числе и студентов. Всего у нас будет задействовано на играх «Дети Азии» порядка 150 человек. Все наши работники прошли медосмотр, вакцинацию, подготовка идет полным ходом. Кроме этого, они прошли уже обучение, повысили разряды свои повара, официанты повысили разряды, поэтому у нас подготовка идет полным ходом. В столовой Кфене пусто, но менее чем через 2 месяца ее заполнят более 500 спортсменов из разных стран мира, которые приедут на 8-е международные игры «Дети Азии». Сейчас в столовой идут последние подготовительные работы. Вероника Таирская, Станислав Потапов, Якутск. Во главе угла вопросы обеспечения медицинскими кадрами. Их сегодня в ходе парламентских слушаний обсудили депутаты Госсобрания Илтумен. В частности, затронули и тему закрепления специалистов на местах. В Якутии сегодня работают более 5000 врачей и 11 тысяч медперсонала. Укомплектованность кадров превышает показатель в 78%. Для улучшения сложившейся ситуации на слушаниях предложили ряд мер, в том числе предоставление жилья, программы поддержки специалистов на местных уровнях и оснащение врачебных амбулаторий. Тема очень актуальная. Она касается практически всех районов нашего и городских округов нашей республики. У всех на самом деле стоит этот вопрос обеспечения кадрами. Самое главное, что очень много четких и практических предложений. Они не банальные. И самое главное, заметно, что и депутаты, в том числе, даже которые являются, как и я, пациентами, очень серьезно переживают за то, как живут и как работают врачи. Средства целевого капитала «Дети столетия» якутяне могут направить на оздоровление детей. Они могут быть направлены на компенсацию расходов по оказанию ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату проезда, на компенсацию расходов санаторно-курортного лечения по стране, на приобретение лекарственных препаратов и средств. Уточняется, что средства могут быть направлены в отношении ребенка до 18 лет. Направлений. Вы сами прочитали? Ученицы 3-й школы города Ленска посетили Китай. Вместе со своим педагогом по китайскому языку девочки прилетели в город Сиань. 2 познавательные недели. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Возможность посетить Китайскую Народную Республику выпала 4 ученицам 7 и 8 классов 3-й школы. Все девочки – победительницы различных олимпиад по китайскому языку. Поездка дает большой толчок. Дети перешагивают этот барьер, который есть, языковой. И уже в дальнейшем для них нет никакой преграды. Они могут уже понимать, смогут они в дальнейшем как продолжить обучаться. Некоторые уже даже загорелись идеей поступления в зарубежный вуз. В городе Сиань школьницы находились 2 недели. Все эти дни у них была насыщенная программа. Девочки не только совершенствовали свои знания китайского языка, посещали уроки в институте КНР, но и культурных мероприятий было хоть отбавляй. Ученицы посетили достопримечательности Сианя, его исторические места, узнали об обычаях и традициях народа Поднебесной. Мы там изучали китайский язык и культуру его, каллиграфию, рисование на веерах, лепку из глины. Ну и какие у вас пожелания? Еще раз съездить в Китай. Как мне кажется, там очень все дружные, потому что люди могут идти просто, например, сказать какие-то комплименты, пожелания. Это очень мило. Ученики 3-й школы изучают китайский язык уже 8 лет. В этом году в аттестатах выпускников 9 классов впервые появится оценка за 2-й иностранный язык. С учетом того, что мы сейчас изучаем китайский язык, конечно, у нас давно уже созрел план, идеи о том, чтобы посетить все-таки Китайскую Народную Республику, потому что дети должны практиковаться. И я искренне от лица администрации школы благодарю администрацию муниципального образования Ленский район в лице главы района Александра Вячеславовича Черепанова за предоставленную возможность детям. Поблагодарили главу и сами школьницы. Вместе с педагогом в китайских национальных костюмах они пришли к нему в кабинет, рассказали о поездке и вручили подарки, привезенные из Китая. В переводе с китайского это «железная богиня милосердия» называется чай. Для благополучия и здоровья. Спасибо.
Александр Черепанов отметил, что районная администрация готова финансировать образовательные поездки школьников и в дальнейшем. Год детства, который мы анонсировали, конечно, мы здесь вот поддержали ваше начинание, ну и, надеюсь, будем дальше поддерживать все эти направления, в том числе и выезды для обмена опытом. Сегодня третья школа заключает договор с одной из китайских школ. В дальнейшем, если все сложится, как планирует руководство образовательного учреждения, дети из КНР смогут приезжать к нам, а ленские школьники – к ним для обмена опытом на постоянной основе. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В столице республики стартовала Якутская музейная неделя. Ежегодно музей Якутии приглашают гостей на постоянные экспозиции, тематические экскурсии, квесты и разнообразные мастер-классы. Для своих гостей культурную программу подготовил Музей музыки и фольклора народов Якутии. Подробнее смотрите в сюжете Даяны Федоровой. В рамках музейной недели состоялся мастер-класс по рисованию. Мазок за мазком, штрих за штрихом Арсен Беляев рисует георгиевскую ленту, салют Победы и звезду Красной Армии. И все это одна композиция. В свой рисунок я добавил георгиевскую ленту и красную звезду. Георгиевская лента, там два цвета, оранжевый и черный. Черный означает дым, а оранжевый – это пламя. Это великий день о победе над фашистской Германией. Все рисунки, созданные во время мастер-класса, станут данью глубочайшего уважения ветеранам, а также примут участие во всероссийской акции и будут представлены на выставке «Лики Победы». Мастер-класс провела учитель художественной школы Анна Савина. Дети учли, как закомпоновать картину, вход в картины и передать характер и вообще в целом концепция, чтобы у всех одна была, отталкиваясь за патриотический дух, за лики Победы. Культурный марафон проводится в формате межмузейных направлений. Всего их 5 – искусство, краеведение, история, литература и музыка. Представителем последнего направления является Музей музыки и фольклора народов Якутии. Эта выставка организована совместно с региональным отделением ДАСАФ. На выставке представлены предметы военно-временные маскировочные костюмы, каски, медали и другие. Всех приглашаем, приходите, посетите наш музей. В рамках культурного марафона запланировано множество увлекательных мероприятий. В ближайшие дни состоится показ музейных видеоэкспонатов, концерт и квест-игра, а также мастер-класс по плетению из конского хвоста. Якутская музейная неделя завершится в конце этой недели. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Мечтательный музыкант, практичный поэт, безалаберный бродяга и красавица Гармония пытаются узнать рецепт счастья в грустной и смешной сказке для детей и взрослых с итальянским колоритом. Постановку с участием выпускников Щукинского училища готовит театр имени Пушкина. С героями и их сценическими перипетиями знакомился мой коллега Петр Васильев. В чем же все-таки заключается счастье? В деньгах, богатстве, славе, успехе или же в чем-то еще? Ответ на эти и многие другие извечные вопросы ищут герои новой постановки, которые готовят на суд массового зрителя на сцене театра имени Пушкина. В основу постановки легли сразу 3 итальянские сказки. Что важнее, злая судьба и деньги делают все. Их специально адаптировала выпускница-драматург Театрального института имени Щукина Наталья Макуня. Сама история получилась очень колоритной и понятной зрителям всех возрастов. По словам авторов, реалии хоть и итальянские, но темы, которые поднимаются в спектакле, универсальные и даже более того интернациональные. Действительно универсальная история. Все мы ищем, что такое счастье. Для каждого счастье – это разные вещи. Для кого-то деньги, для кого-то слава, для кого-то семья, для кого-то любовь. Поэтому герои этого спектакля отвечают на этот вопрос. Каждый по-разному, каждый пытается кто-то доказать, кто-то показать, что вот мое счастье лучше, чем ваше счастье. А кто-то просто находит. В спектакле заняты студенты 4-го курса Щукинского института, в том числе и ребята из Якутии, которые отправились учиться по целевому направлению в кузницу театральных кадров еще в далеком 2020 году. Для них этот спектакль первый в родных стенах театра.
Свернувшись, я думала, что будет ощущение, что как будто, как-то не так. Я же привыкла к той сцене, но сюда приехала и нет ощущения, что я играю на чужой сцене. Расскажу маленькую тайну. Раньше элегия была не элегией, она была доминантой. Это вот в какой-то степени полностью олицетворяет ее как персонажа. То есть она крепкая женщина, которая добивается своего, и она действительно доминанта, просто элегия более красиво звучит. «Щука», так выпускники ласково называют свою альма-матер, по признанию актеров театра, великолепная школа для будущих профессионалов. В университете с будущих актеров не просто снимают штампы и раскрепощают, но и сразу формируют навыки и фактуру, необходимые для театральной труппы. Щукинское братство заключается в том, что каждый студент в «Щуке», будь то 1-й или 4-й курс, мы все друг друга знаем, мы с каждым знакомы, с каждым педагогом, мы каждому можем в любой момент подойти и обратиться за помощью, за советом. В озорной атмосфере шумных итальянских улочек герои сказки отчаянно пытаются обхитрить собственную судьбу. Хвастаясь, споря, рассказывая увлекательные и крайне правдивые истории, они мечтают изобрести свой собственный рецепт счастья. Но существует ли он на самом деле? Ответ на этот вопрос узнают только зрители спектакля. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. Дзюдоистка Надежда Татарченко из Ленского района в составе сборной страны соревнуется на чемпионате мира в Абу-Даби. Спортсменка выступит в весовой категории до 78 килограммов 22 мая. Чемпионат мира станет предолимпийским. В соревнованиях будут разыграны очки для международного рейтинга, по которым определятся участники Олимпийских игр в Париже. Турнир соберет представителей более сотни стран и 600 спортсменов. Отмечается, что такое событие произошло во второй раз в истории якутского дзюдо. Первой является Ниргуяна Никифорова, которая участвовала в 2021 году. Ярким, захватывающим и напряженным стал турнир по смешанным единоборствам Алданского района. Соревнования, в которых приняли участие 75 спортсменов, были приурочены ко Дню Победы. С элементами ударных и бойцовских техник ознакомились наши коллеги. На майских выходных в спортзале культурно-спортивного центра поселка Ленинского было жарко. Здесь прошел районный турнир по смешанным боевым единоборствам. Соревнования предварили мастер-классы от чемпиона мира, первого бойца Якутии Григория Попова. Спортсмен показал ребятам элементы ударной и бойцовской техники. Турнир прошел достаточно хорошо. К нашему случаю все прошло без травм, без каких-то серьезных нарушений. Ребятам всем понравилось, все заряженные были. После турнира мы всех наградили. Ребята и родители ушли с хорошим настроением. В турнире приняли участие 75 спортсменов, представителей 4 команд района. Поединки проводились по весовым категориям. Самыми юными участниками стали дошколята. Бои, сочетавшие множество техник и приемов разных стилей, стали яркими и захватывающими. Колоссальные эмоции испытали как бойцы и их наставники, так и зрители. Захватывающий поединок был, когда дрался наш алданский боец Александр Губкин. Также, когда дрался с нашего клуба, с Боевой Руси, Федорищев Алексей. Очень такой яркий, красочный бой был. Достаточно противостояние равное было. Смешанные единоборства еще называют боями без правил. Однако правила в универсальном рукопашном бою достаточно жесткие. Это искусство сочетает силу, мастерство, целеустремленность и характер. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. До встречи в эфире.